Здравствуйте, это программа «Интервью», и сегодня у нас в гостях Бабхоев Магомед Мусаевич, председатель Комитета Республики Ингушетии по экологии и природным ресурсам. Добрый день, дай Боже. В Ингушетии прошло торжественное мероприятие, посвященное всероссийской акции «Вода России». Я в первую очередь скажу, что такое вообще «Вода России». «Вода России» — это федеральная целевая программа развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 годы. Она реализуется с 2012 года. И она предусматривает, основная цель ее — это защита и воспроизводство водных ресурсов, водных объектов нашей страны. У нас она реализуется также с 2012 года. За период ее реализации у нас уже проведено 4 мероприятия на водных объектах. Это капитальный ремонт гидротехнических сооружений был и одно строительство, вот, то, что в Магасе, защитной дамбы. Сейчас в этом году у нас реализуется 2 объекта. Это опять строительство защитной дамбы на реке Назранка и экологическая реабилитация пруда в городе Сунжи. Также в этой федеральной целевой программе предусмотрен ряд иных мер по защите водных объектов. А вот то, что мы проводим ежегодную акцию, это тоже входит в состав этой федеральной целевой программы, но это мера такая для того, чтобы популяризировать вот ту идею охраны окружающей среды, защиты водных объектов. Это мероприятие как раз-таки, чтобы создать такой комплекс не только каких-то программных мероприятий, но и параллельно воспитывать в населении чувство ответственности и вести пропаганду вот такого бережного отношения к водным ресурсам. Именно в этой акции «Вода России» республика уже в этом году принимает 3-й раз участие. С каждым годом активность и масштабность у нас возрастает. По результатам прошлого года республика заняла 1-е место по активности, по массовости. А в этом году на какое место мы можем рассчитывать? В этом году мы рассчитываем опять на лидирующее место. Надеемся, конечно, на 1-е место опять в этом году. И другие субъекты, учитывая год экологии, очень подтянулись. Но мероприятий у нас за эти вот 2,5 месяца проведено очень много. Даже не 93, а 102 их, по-моему, уже получилось с учетом прошлой субботы и проведенных мероприятий в Джейрахе. Мы рассчитываем опять на лидирующие позиции. И очень радует то, что с каждым разом, с каждой последующей акцией жители республики все более активно откликаются на призыв и более активно участвуют во всех этих мероприятиях. А молодежь, как она реагирует на такие акции? Основной актив вот всех этих участников это как раз и составляет молодежь. Последняя акция была проведена, организована Комитетом молодежи, а так все муниципальные органы, все другие государственные органы, и МЧС, и ряд других и федеральных, региональных органов, все подключаются к этим мероприятиям. У нас прошло 3 масштабных субботника за этот период, в каждом из которых более 20 тысяч жителей приняли участие. В итоге у нас по результатам всей акции за эти более 100 мероприятий приняло участие более 107 тысяч жителей. Как хорошо. Это не просто не какие-то выдуманные цифры, а реальные цифры, чтобы было понимание. Это вот каждое мероприятие, там не только субботники, там экологические уроки у нас в школах идут, там конкурсы идут, это все у нас проведено. Было дерево. В немом представлении юных экологов мораль очевидна. Оно существовало, пока в его жизнь не вторгся человек. Ему обрывали ветки, бросали мусор у корней. Вконец оно стало мешать строительству нового здания. Его бы срубили, если бы в стремительный размах топора не вмешались дети. Поколение, которое нуждается в экологически чистом мире, передано нам взрослыми.
Это мероприятие посвящено реализации федеральной целевой программы «Вода России». Она объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране для очистки берегов водоемов. В рамках этой программы в республике строятся важнейшие водоохранные сооружения, осуществляется восстановление водных объектов. В прошлые годы в республике удалось провести капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Сунжа и Аса. Республику посетила автор идеи и руководитель программы «Вода России», доктор биологических наук и профессор Вероника Тарбаева. Много детей, много молодежи. И так это приятно, что нам есть кому передавать эту эстафету. Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и источником всего живого на Земле. Но ее неравномерное распределение на континентах не раз становилось причиной кризисов и социальных катастроф. Нам кажется, что пресной воды много, но это далеко не так. За последние 100 лет потребление воды выросло в 6 раз и еще удвоится к 2050 году. То, что мы расходовали в прошлом за год, сегодня мы успеваем потратить за несколько недель. Каждый житель должен беречь экологию Земли, однако в реальном мире не обходится без постоянного напоминания этого простого правила жизни. Людей, которые посвятили свою жизнь этой миссии, наградили юбилейными медалями и грамотами. Кроме того, по результатам оценки экологической эффективности муниципальных образований определены лидеры по 3 номинациям. Самым экологическим районом объявлен Малгобекский, самое чистое село – Алкун, а Назрань объявлен эко-городом. Общероссийская акция «Вода России» является для каждого отличным шансом проявить себя как настоящих патриотов, радеющих за родной край не только словами, но и подтверждающих искренние чувства действиями и непосредственной заботой о природе. В торжественном мероприятии, которое прошло в амфитеатре, приняли участие наши гости. Федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов, председатель межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» Вероника Тарбаева, министр природных ресурсов и экологии Дагестана Наибулла Карачаев. Какая проблема была затронута вашими коллегами? Какие вообще у вас планы? Мероприятие, прошедшее в амфитеатре города Назрань, это было своеобразным подведением итогов той работы, проведенной за период прошедшей акции, за 2,5 месяца. На мероприятие были приглашены все активисты, которые принимали участие в проведенных акциях. Это в основном была молодежь, общественные объединения, государственные органы. И приняли участие как раз и организаторы всероссийской акции. Организатором является Министерство природных ресурсов России и межрегиональная природоохранная организация «Природоохранный союз». И организаторы акции очень высоко оценили всю и проведенную работу, и данное конкретное мероприятие. В рамках мероприятия, конечно, отметили всех активистов грамотами, благодарностями и от организаторов, и от комитета. И, конечно, кроме того, за не только участие в этих мероприятиях, но и проведенные такие и проекты, и участие в работе наиболее активные жители республики и объединения экологические, которые у нас, кстати, тоже уже есть, были отмечены благодарностями главы республики. Это очень радует, и это хороший стимул как раз и для ребят, и для дальнейших их достижений. А я напоминаю, что у нас в гостях был Бабхоев Магомед Мусаевич, председатель Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам. До новых встреч, до свидания.